минутку. Ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и другие слушатели моего канала. Обратить ваше внимание, остановиться на обсуждении вот этого Ачхой-Мартановского кургана. Много вопросов задают. Мы, когда в конце года делали поход вместе с Ивановским Салманом, просто не успели посмотреть это место. Рассказы были, его отец рассказывал, что какие там были раскопки, что там происходило. Ну, какие там были раскопки в 1978 году, там копались, их несколько курганов там. Потом попозже, 80-е, где-то в середине 80-х годов, в 83-м, 84-м году, там велись раскопки. Туда и Виноградов уже успел. Вот мне хочется обратить внимание моих подписчиков в общем на это место. Вот то место, где мы вам показывали, чеченский Стоунхендж, он же тоже объект. То есть я считаю, что это объекты связаны. Вот этот Стоунхендж, вот эти курганы, там чуть дальше есть еще курганы. Он что говорил? Я имею в виду отец Салмана. Он говорил, что он сейчас работает в Иванове, но очень большой энтузиаст. Как говорится, специально даже приезжает домой, изучает вот эти объекты вместе, следит за нашей работой, подсказывает, что может. Очень интересно, как говорится, предположения у него. Те предположения, которые, если я сейчас выскажу на все услышание, опять меня сделают сказочником. Но я на это не обижаюсь, я это и есть, я художник, я сказочник, я... Он в буквальном смысле подсказывает, где, как, что надо смотреть и так далее. Дело в том, что он в советское время работал в строительной организации, дороги строил и так далее, и, видимо, они были связаны вот с изучением ландшафта и так далее. Дело в том, что прежде чем провести дорогу, же надо разведку сделать, геодезисты проходят, ну и так далее. Вы поняли, о чем я хочу сказать. Это специалисты вот этого плана. И вот они сталкивались с очень, так называемыми, с уникальными явлениями. На все они, конечно, не имели права. Тогда копать не позволялось, как сейчас вот. Исследования тоже были, все фиксировалось и далее. Вот эти прокладки дороги тоже указывали, где можно, где нельзя, понимаете. И вот когда вы просмотрите вот эту трассу, идущую на Ачхой-Мартан, особенно после поворота, там как раз вот эти курганы, их несколько курганов, они рядами идут, понимаете, рядами идут. Вот это, как мы называем, первую Терскую предгорье, потом вот это мы называем второе. Вот начало перед предгорьем Ачхой-Мартан, Гихи, Урус-Мартан, вот это предгорье, когда идет, вот какая-то гряда курганов идет. В некоторых есть захоронения, а в некоторых нет захоронений. Это уже, если кто там захочет в интернет залезть, и студенты нашего университета чеченского, чечено-ингушского по то время просматривали эти места, изучали, они выезжали, работали вместе с нашими с археологами и так далее. Там были и москвичи были. Там найдете имена, кому это интересно, зайдите 82-й, 3-й, 4-й год, 78-й год. И законсервировали, скажем. Отметили, законсервировали и дальше не стали изучать. То есть дальше 17 века, 16 века как будто теряется наша история. А почему теряется, мы знаем. Ибо границы другие, само государство какое-то, некоторые его Тартарию называют, где границы которого там в тундре или китайской стеной ограничиваются. Это не сказки. Это когда вы копаете в древних картах, все это видно. Какая была Чечня и так далее.
Территория Чечни была от Дербента до Анапы, понимаете? От Дербента до Анапы. А вот как граница как проходила, это мы скоро будем говорить о Великой Кавказской стене, где были ворота Кау-Азии. Кау-Азии, правильно. Вот, то есть я не утверждаю, что это правильно. Моя версия и версия моих друзей, понимаете? Кау-Азии расшифровывается это слово. То есть ворота в Азии. И эти железные ворота были там. Вот эти мультфильмы, я часто вспоминаю мультфильм, вот это 36 разбойников, Али Баба там, где они говорят, Сим-Сим, откройся. Вот это Сим-Сим место у нас есть. Именно вот в этом Сим-Симе чуть дальше были эти ворота. Сим-Сим, это старое название, оставшее. Ну, сейчас в лингвистику мы сейчас говорим о вот этом, о Чаймартановской находке. Явно видно, что яма была заложена чем-то. Это по моим, как говорится, гипотезам, это вентиляционные трубы. Вентиляционные трубы тех подземных ходов. В Бамуте, допустим, нам показали место, где подземные ходы, значит, которые проходят через горы и на Кизиной туда, к Ноеву ковчегу, явно по ландшафту, вот где там Нохи-Корт называется, место есть там такое. Вот где это Нохи-Корт, явно видно, что там что-то защищалось, была какая-то крепость. А когда у стариков расспрашиваешь там, что, как, чему, они говорят, да, там жили люди. Ну, древние они не помнят, они говорят, там был великан Ноха, Нох великан жил. Это уже намного древнее, где-то, по моим понятиям, начало нашей эры, будем говорить, где-то 1, 2, 3 век, 5 или 4 век. Попозже люди рассказывают, что там жили акинцы. Потом они в силу каких-то там событий ушли в сторону вот, юга. Акинцы, говорят, жили. Другие говорят, что там, ну, мы вот в этом летом хотели экспедицию сделать, не получилось, мы как раз хотели летом сделать, когда зелени мало. Там явно остатки крепостных сооружений, понимаете, явные остатки. И вот эти подземные ходы, ну, мы просто побоялись, без военного кого-нибудь там, опасно туда ходить, потому что там, может быть, растяжки могут быть, и мины могут быть там. Рассказывали, что там взрывались люди. Все-таки же есть ребята, которые там хотели посмотреть, что как. Некоторые не вернулись даже. Вот. И вот эти, значит, подземные, вот эти, то, что мы видим, но явно видно, курган сделан вокруг чего-то, понимаете? И вот это внизу, вот Асланбек показывает, там живое существо, там туда-сюда, надо мной уже смеются, что мой дракончик. Да мой дракон в таких местах не живет, он укромное место выбирает, красивое место, понимаете? Вот. Так что о драконе мы еще поговорим. А это подземные люки, будем говорить, вентиляционные люки. Помните, там еще есть у нас такой очень энтузиаст нахского народа, Масаева, 3 семерки, не знаю, как зовут этого парня, но я наблюдаю за его роликами, это уникальные места, они показывают, просто диву даешься, с моим здоровьем просто невозможно обойти все эти места, вот. А я им несколько раз сказал, что вы мои глаза, руки и ноги. Дал это боже, ворив же, она ламан, чей махс был бизом. И حين يخرج بعد تصبح كان لام لاره خان ياتشير ده كيتيا بطة كيرده إيش ياتشير شيء دايمه إزوجات بس ولا لو سكرتان لجدينا قيمة سهلتي حلا ليش وكيجو خدان غاش وول ليل ونتكش كوي دول دي باخ يهمن دان
Sunum asam vasar şun işteki gol ya vasar. Kada fakiki şusan da olacak. Bazı iş. Atkodan отпуск швете да он да кайлах справка шьёры, кайлах был кудыш официальный это Министерство культуры изучать дела. Да, мы выполняли работу, паспортизировали. Самые крайние места это были Майста, где я был делегация это Пуры, Туры, вот эти местах мы были, паспортизировали. Это 86-й год, последний такой крупная экспедиция у нас была в 86 году, в которой мы участвовали, да, Алгештак, Тукаев, Салман, Адаев, Аиса, Хасиев, Саид Мухаммад, Джамуханов, Сулейман. Вот этих ребят уже нету, понимаете, они были большие энтузиасты, вот именно того, чем я занимаюсь, чем, это я говорю Масаеву, вот чем вы занимаетесь с ребятами, Дейл Резович, еще раз там. Вот то, что вы показываете, это нетронутый пласт, понимаете? Когда я Багаеву Мусе задал вопрос насчет вот этого ковчега и так далее, он говорит, я не знаю с ковчегом, это не мой профиль, это я то, что нахожу, допустим, в кургане, в другом месте, даю аннотацию, характеристику и так далее. Но я могу 100% сказать, он мне сказал, это его слова, он, иншаллах Рахман, еще живой, заведено, где хорошо, дальше, говорит, 99, он сказал, процентов не изучено, не бывали мы там. Только вот такие энтузиасты, наподобие Хасиев, Саид Мухаммада и так далее, они пешком ходили, что-то фиксировали и так далее. Поэтому то, что вы делаете, то, что делает Хизр там, вот строить эти дороги, это вообще уникальный человек. Почти наизусть все знает вот эти места. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы, чтобы ты связался со мной. Мой телефон, значит, 8965 953 99 94. Это Билайн, где WhatsApp и так далее. А так, можешь даже на мегафон позвонить 8928 737 33 68. Пожалуйста, свяжись со мной. У меня есть несколько вопросов по отношению к этим местам. Я думаю, в этом летом мы, иншаллах Рахман, сделаем такую обширную экспедицию. Вот. Попробуем, как говорится, изучить неизученное. Вот я считаю, что это шахта. Вот эти проходы, которые, опять я возвращаюсь к этому Качхамартанскому кургану, вот эти проходы, которые внутри вы видите, это явно видно, что дырки сделаны не вручную. Что, хотите сказать, что там гномы? Но эту тему я скоро, как говорится, покажу вам. Гномы у нас были. Агарбери, Агарбери. Опять-таки, Хасиев Саид Мухаммад нам рассказывал об этом. Агарбери были, как это его слова, я в ролике выложу его интервью, созданы Всевышним для уничтожения великанов. Представьте себе, для уничтожения этих великанов, ибо эти великаны начали издеваться над людьми, там, как говорится, насильственные места были, издевались там, и так далее. И Всевышний создал вот этот Агарбери, значит, гномы, они уничтожили этих великанов. Уничтожили.